26 августа 1812 года чеченец по происхождению ротмистр Александр Чеченский, позже генерал-майор, принимает участие в знаменитом Бородинском сражении. В этот период Чеченский принимает командование над Букским казачьим полком, который находится в арьергарде армии Барклая де Толли. На Бородинском поле полк Чеченского участвует в отчаянных кавалерийских атаках в составе корпуса атамана Платова. Будущий генерал Александр Чеченский принимал участие также в знаменитых рейдах Дениса Давыдова по тылам противника. В ходе партизанских боев проявляется незаурядная храбрость и Александра Чеченского, которого Давыдов постоянно выделяет в своих реляциях. С августа по декабрь 1812 года Чеченский со своим отрядом прошел с боями от Вязьмы до Польши. За взятие Гродно без кровопролития Чеченскому было присвоено звание майора. Позже за воинскую доблесть в ходе Отечественной войны Чеченский будет награждаться орденом Анны с бриллиантами и очередными повышениями в чине. 23 августа 1832 года в ходе Кавказской войны отряд генерала Велиминова с 20 орудиями после героического сопротивления защитников взял и уничтожил аул Герменчук. В этом сражении принял участие выдающийся поэт Александр Полежаев, о чем он написал в своем известном стихотворении «Герменчукское кладбище». Полежаев – один из 4 писателей и поэтов, некогда прошедших сквозь адское пламя бесконечных сражений Кавказской войны. Нелегкая судьба была у поэта. За вольнолюбивые стихи он был сослан Николаем I на Кавказ. Полежаев принимал участие в целом ряде сражений на территории современной Чеченской Республики. В 1833 году он возвратился с Кавказа унтер-офицером. Организм его был совершенно расшатан. Он впал и умер 27 октября 1837 года. Пребывание на Кавказе отозвалось у Полежаева целым рядом поэм, стихотворений и песен, в которых наряду с изображением войны звучит раздумье о ее значении, сочувствие к страждущим и побежденным. 25 августа 1859 года около 3 часов дня известный предводитель кавказских мюридов, имам Чечни и Дагестана Шамиль Гунибский в своем родовом селении Гуниби добровольно сдался в плен князю Борятинскому. В 50-х годах звезда Шамиля стала склоняться к закату. Его подданным надоела бесконечная война, запреты и призывы к самопожертвованию. Сразу после пленения Шамиля главнокомандующий князь Борятинский от имени императора объявил чеченскому народу полное прощение за пролитую кровь и всех убытки. Российские потери в Кавказской войне оставили около полумиллиона человек. В Чечне, по неофициальным данным, из 1,5 миллиона чеченского населения осталось порядка 400 тысяч. Сам же Шамиль в августе 1866 года принес присягу на подданство и верность России. Александр II удостоил заклятого врага империи личной аудиенции и назначил ему огромную по тем временам пенсию в 15 тысяч рублей в год. Шамиль снял трехэтажный особняк в Калуге и жил по-княжески. В августе 1908 года легендарный абрек Зелимхан отместку за бесчинство в отношении мирного населения убивает начальника Веденского округа полковника Галаева. До этого в своих письмах абрек неоднократно призывает полковника прекратить бесчинство. Однако письма не возымели должного действия, за это и поплатился жизнью. Зелимхан происходил из зажиточной семьи и до 1901 года не помышлял о судьбе абрека. Он был обвинен по ложному обвинению и приговорен к тюремному заключению. Однако он бежал из тюрьмы и решил бороться за справедливость. Тем самым Зелимхан окончательно закрыл для себя дорогу к мирной жизни. Зелимхан возглавил отряд абреков, которые устроили настоящую охоту на представителей царского режима, прославившихся во времена жестких карательных операций в чеченских селах. Тем самым Зелимхан завоевал необычно широкую популярность не только среди обездоленных крестьян, но и либерально настроенных чеченской интеллигенции. Несмотря на объявленное российскими властями огромное вознаграждение за поимку Зелимхана, он оставался неуловимым вплоть до 1913 года. 30 августа 1918 года по поручению Орджоникидзе Асламбек Шерипов создает Чеченскую Красную Армию, которая оказала эффективное сопротивление профессиональной царской армии. Асламбек Шерипов, имя с которым в Чечне ассоциируется эпоха революционных потрясений в начале 20 века. Идеи большевистской революции 1917 года увлекли молодого чеченца, выходца из простой горской семьи. Политическая карьера Шерипова началась в сельском народном совете. В феврале 1918 года он в качестве делегата от Чечни участвовал в работе второго съезда народов Терека, где лично познакомился с Кировым. На этом же съезде Шерипов избирается членом Терского народного совета, а позже комиссаром по делам национальности Терской республики. С этого момента Шерипов убежденный сторонник и лидер движения за признание и упрочнение Совета власти в Чечне. Асламбек Шерипов погиб в сентябре 1919 года в бою у села Воздвиженское, оставив память о себе как о талантливом политике, мужественном воине, патриоте и интернационалисте.
23 августа 1925 года в горных районах Чечни и Ингушетии началась так называемая операция по разоружению и изъятию главарей контрреволюции и бандитского элемента на территории Чечни. Поводом для проведения широкомасштабной карательной операции явилось массовое выступление горской части населения против попытки центральных органов советской власти навязать горцам своих представителей на выборах в местные советы. Возмущенные откровенным диктатом горцы по призыву своих вожаков, преимущественно духовенства и интеллигенции, бойкотировали выборы, а кое-где разгромили избирательные участки с применением оружия. Восстание охватило значительные части Чечни и Ингушетии. В подавлении восстания приняли участие войска Северо-Кавказского военного округа под командованием Убаревича. Кроме того, в подавлении восстания были использованы 648 человек из числа войск ОГПУ, 24 оружия, 239 пулеметов, 8 самолетов и 1 бронепоезд. 23 августа 1951 года в городе Караганда Казахской ССР в семье чеченского богослова и просветителя Абдулхамида Кадырова родился видный чеченский религиозный, государственный и политический деятель Ахмад Абдулхамидович Кадыров. Ахмад Кадыров несколько лет занимал должность муфтия непризнанной Чеченской республики Ичкерия и был известен как мужественный, решительный и принципиальный человек. В 1999 году он бросил вызов Масхадову и Басаеву, организовавшим вторжение боевиков в Дагестан. 5 октября 2003 года Ахмад Кадыров стал первым избранным президентом Чеченской республики. До этого на протяжении почти 3 лет занимал пост главы администрации республики. Указом президента Российской Федерации за номер 606 от 10 мая 2004 года за мужество и героизм, проявленный при возрождении Чеченской республики и в борьбе с терроризмом, Кадырову Ахмаду Абдулхамидовичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В августе 1958 года в столице Чечено-Ингушетии в Грозном прошли массовые этнические конфликты. Основными лозунгами выступлений были прекращение переселения чеченцев и ингушей обратно из мест ссылки и защита русских от бесчинств чеченцев. Между тем, собственно, чеченцы в Грозном практически не пострадали. Нападения в основном подверглись административные здания и учреждения. Выступления сопровождались множеством побочных инцидентов, грабежей, погромов административных зданий и сведением личных счетов. В центре относительно небольшого города буйствовала толпа численностью до десятки тысяч человек. В результате беспорядков в городе пострадало 32 человека, в том числе 4 работника МВД. 2 человека из числа гражданских умерли, 10 были госпитализированы. Беспорядки отчасти были спровоцированы тогдашним руководством ЧССР, стремившихся сорвать возвращение чеченцев и ингушей на свою историческую родину. 19 августа 1991 года в Москве была предпринята неудачная попытка государственного переворота. С целью отстранения, по мнению организаторов, слабого и безвольного Горбачева от руководства страной и сохранения СССР был организован Государственный комитет по чрезвычайному положению и осуществлен ввод войск в ряд крупных городов СССР. Руководство Чеченской республики поддержало попытку переворота. Однако против выступления Общенациональный конгресс чеченского народа, который потребовал немедленной отставки правительства республики и выхода из состава СССР и РСФСР. 24 августа на площади Ленина прошел митинг, в ходе которого толпа снесла памятник Ленину. Попытка переворота скончалась безрезультатно, организаторы выступления были арестованы и привлечены к ответственности. После августовского путча уже осенью этого года Москва впервые была вынуждена решать проблему отношений с Грозным и практически сразу подошла к грани прямого вооруженного вмешательства.